Праздник науки. Открытие третьего тысячелетия. Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Персонально ваш. Здравствуйте, в эфире «Эхо Москвы» в Уфе, программа «Персонально ваш». Меня зовут Елена Черкова. «Персонально ваш» сегодня Ильнар Гарифуллин, журналист, обозреватель портала «Идель Реалии» и член Всемирного форума татарской молодежи. Ильнар, приветствую. Добрый день. Номер для ваших смс, я напомню, +7 927 304 1051. Писать можно еще и в Телеграм. Пожалуйста, если пишете смски, не забывайте подписываться. Трансляции на Ютубе, на Фейсбуке мы запустили, нас там можно смотреть. Ильнар, мы с вами последний раз встречались в январе, и тогда у нас была такая в Башкирии значимая дата, это 100 дней со дня назначения Радия Хабирова на пост временно исполняющего обязанности главы Башкирии. Вот буквально на прошлой неделе мы новую дату, вряд ли сказать отмечали, вот так вот, заметили, да, уже полгода. Вот за эти полгода что вы видите? Что происходит в Башкирии? Что мы видим? Тенденции, которые предсказывали, скажем так, по крайней мере, я ожидал, она, в принципе, в целом подтверждается. Все телодвижения временно исполняющего обязанности его, скажем так, команды, они в основном заточены на выборы. Я вижу, то есть последние назначения, в том числе бывших чиновников башкирского правительства, которые с точки зрения вообще профессиональной надобности вызывает большие вопросы, но очень это понятно. Кто, например? Раиль Сарбаев, которого назначили главой корпорации развития, и Азамата Элимбетова, бывшего премьер-министра. Почему вопросы? Вопросы, с точки зрения того, а нужны ли эти люди на этих должностях, то есть они могут ли эффективно выполнять эти обязанности на этих должностях. Вопрос в этом. Но если мы подойдем с другой стороны, то есть с точки зрения того, что администрации главы региона нужно готовиться к выборам в сентябре, то оно, в принципе, все понятно. То есть это все делается для того, чтобы в целом мобилизовать башкирский электорат, потому что это не секрет, что главный ядерный электорат временно исполняющего обязанности — это башкиры, в основном юго-востока республики, где как раз очень почитают Раиля Сарбаева, и я думаю, что и к Элимбетову тоже, наверное, неплохо относятся, потому что он тоже выходит из этих территорий. И плюс, конечно же, до этого мы замечали, что администрацию Радия Хабирова обвиняли в основном то, что он приносит слишком много варягов в республику. То есть, в принципе, тоже последние назначения, я думаю, они должны небольшую такую отдушину показать, что, что мы все-таки тоже границы знаем дозволенного, и тоже пытаемся набрать из местных кадров и так далее. Из всего того, что происходит, политические решения, неполитические решения Радия Хабирова, есть что-то такое, чтобы вы особенно отметили, либо что в Татарстане обсуждается и размышляют об этом люди? В первую очередь, конечно, предстоящие сегодняшнего дня вечера — это Дни Республики Татарстан, Дни культуры Республики Татарстан. То есть, на самом деле, это, конечно, само название звучит как нечто околокультурное, но это имеет важное политическое значение. Почему? Потому что вообще все, что связано с культурой, национальной культурой в Башкирии, это вопрос политический, а отнюдь не культурный. Тем более, последний раз такое мероприятие проходило 31 год назад, в 1988, тогда у нас и страна была иная, и правители были иные, скажем так, и атмосфера в стране политическая была другая. И с тех пор в течение более чем 30 лет такие мероприятия не проводились, чисто по политическим мотивам. Сейчас они проводятся. Нас, конечно же, интересует, с какой целью так проводится. Мы это понимаем. Это тоже в том числе с целью подготовки к предстоящим выборам в сентябре. Я сразу здесь остановлюсь. А чья это была инициатива изначально? Инициатива... я могу сказать то, что об этом, о необходимости этого мероприятия мы говорили уже давно. То есть и Татарстан, и в первую очередь татары Башкортостана, потому что они в первую очередь нуждаются. Но неожиданно, видимо, власти республики решили, Республики Башкортостан, все-таки провести это. И немаловажный момент, тоже связанный с установкой памятника Габдулла Тукаю перед театром, который состоится завтра в 8 часов утра, куда я всех желающих вызываю, скажем так, то есть будет большое мероприятие праздничное. Это тоже политический момент. Почему? Потому что, как я отметил в начале программы, основной упор — это ядерный электорат временно исполняющего обязанности, это башкиры Юго-Востока. Но
другая часть республики, запад Башкирии, это татароязычный, они тоже нуждаются в его поддержке. И я думаю, что вот эти все телодвижения, и Дни культуры, и установка памятника, они все направлены на то, чтобы, скажем так, некоторую лояльность и Татарстана, и татарского населения к себе вызвать. Но пойдет ли это каких-то в качестве реальных шагов? То есть это все-таки, в первую очередь, показательные вещи. Это практически внутренней начинки в них нету, на самом деле. То есть состоялись Дни культуры, люди пришли, артисты из соседнего Татарстана поплясали, спели и уехали. А будут ли решаться проблемы Татар-Башкортостана, это уже большой вопрос. Если они не будут решаться, если не состоится форум татарских общественных организаций, я считаю, то, что вот эта вся поездка, она была лишь операцией прикрытием, то есть она не носила искреннего характера того, чтобы сблизиться между двумя республиками и сблизить, скажем так, татарскую часть населения Республики Башкортостан к властям Республики Башкортостан. Вы говорите про проблемы. Вот сейчас, вот на сегодняшний день, на 17 апреля, да, какие проблемы наиболее остро стоят? Проблем достаточно много, потому что эти проблемы не решаются уже, я бы сказал, десятилетиями. Это в первую очередь вопрос о статусе татарского языка, который не решается, и сейчас который задвинут на дальний угол, то есть о нем старается в меньшей степени говорить. Да, но у нас с башкирским языком проблемы еще не решены. Не решены, скажем так, башкирский язык имеет статус государственный, и для того, чтобы какие-то проблемы башкирского языка решить, то есть там нужны точечные действия. Проблемы татарского языка, они более комплексные, потому что, во-первых, татарский язык не имеет статус государственного, хотя татары составляют примерно треть населения республики, и по численности они в реальности больше, чем башкиры. И вот с проблемой статуса татарского языка все связано. Есть более мелкие проблемы. Это отсутствие достаточного количества школ татарских, гимназий, и даже те, которые существуют, несколько штук по всей республике, в том числе 2 в городе Уфе, они все влачат жалкое существование. То есть нету базы для развития национального образования татар в республике. Плюс там есть более мелкие, там то, что вот деятели культуры, татарские деятели культуры Башкирии уже долгие годы просят, чтобы открыли татарские труппы в молодежном театре, в кукольном театре, потому что, во-первых, здесь в Уфе проживает 300 тысяч татар, то есть это треть населения города, а у них, кроме театра НУР, нет никакой возможности удовлетворить свои национально-культурные потребности. Помимо этого, есть большая проблема с телевидением, то есть есть республиканское телевидение БСТ, но там, кроме программ на башкирском и на русском языках, на татарском нет ничего, даже 10-минутной программы, что тоже неправильно, учитывая то, что татары составляют треть населения республики, они тоже платят налоги, а их налоги, как говорится, идут на удовлетворение национально-культурных потребностей других народов. То есть это тоже несправедливо с этой точки зрения. То есть это более уже мелкие вопросы. Но я бы на что указал особое внимание. Перед выборами планируется, во-первых, съезд Курултая Башкир в конце июня, 28-29 июня, и еще, я, к сожалению, даты не знаю, но тоже до выборов будет собор русских Башкортостана. То есть 2 из 3 крупнейших народа, на них будут организованы такие национальные форумы, именно представительные, то есть потому что и Курултай Башкир, и Собор русских Башкортостана — это не единичные организации, они включают в себя все другие более мелкие общественные организации. У татар такой форум пока на повестке не стоит. У нас тоже как бы есть желание провести такой, потому что... Но вы предлагали провести? Мы предлагаем, да, и предлагаем, и до сих пор предлагаем, и эти звучат, пока сохранят молчание. Поэтому вот надежда есть на то, что это все-таки будет проведено. Почему? Потому что без этого нельзя выпускать, скажем так, в общественное пространство и властям требования татарской части населения республики. То есть какая-то общественная организация может выступить с инициативой, но это будет только ее личная инициатива, это организация. А для того, чтобы эти требования были легитимными, то есть именно от имени населения, народа, то есть должен быть такой представительный форум. Его, к сожалению, нет. И мне кажется, я считаю, что это тоже достаточно дискриминационная позиция. Если такого форума не будет проведено, то это уже мы будем делать свои соответствующие выводы. Рустам Минниханов может как-то на это повлиять, учитывая, конечно, что вот он безусловно, приедет может. Тем более Ради Хабиров и его администрация, они нуждаются в поддержке татарской части населения и Татарстана в том числе. И поэтому, если удастся договориться о таких вещах, да, в том числе о проведении форума, то можно считать, что эта поездка и дни проведения культуры, они как бы оправдали себя. Если таких решений не будет, то есть попляшем, разойдемся, откроем памятник, то
я считаю, что все эти мероприятия, сегодняшние, завтрашние, они не имеют никакого практического смысла. Вот, кстати, про памятник. Я в начале марта, если не ошибаюсь, читала на Эдель-Реалиях как раз о том, что многие татарские деятели, в том числе и культурные, и политические деятели, против были того, чтобы памятник ставили возле театра НУР. А что не так с театром? Ну, там есть несколько моментов. Я сам тоже придерживался такого мнения, и сейчас придерживаюсь, что отлично, это театр НУР это не самое лучшее место. Ну, я, конечно же, завтра обязательно пойду на открытие памятника, потому что это все-таки важные события. Все татарские общественные организации и деятели культуры, они в основном требовали уже последние лет 15, идет разговор об установке памятника Габдуллы Тукая, и мы все требовали, чтобы памятник был где-нибудь в районе улицы Тукая, парка Матросова, вот в этих краях. Почему? Потому что, во-первых, эти территории связаны с Габдуллой Тукаем. Когда в начале 20 века он 2 раза посетил город Уфу, встретился здесь с писателем Мажитом Гафури, я назову его татаро-башкирским, хотя на самом деле башкирский писатель татарского происхождения. В общем, они гуляли по этим местам, поэтому можно сказать, что это тукаевские места в Уфе, и поэтому установка там памятника, она была бы достаточно логичной. Плюс поблизости как раз тоже стоит памятник Мажиту Гафури, они вместе были, скажем так, близкие друзья. То есть логика одна. Вторая логика, то что театр НУР, он никаким образом не связан с личностью Габдуллы Тукая. То есть Габдулла Тукай, во-первых, он не был драматургом, он был поэтом, писателем, но его произведения никогда не ставились в театре НУР, и никакого отношения к театру НУР он не имеет, и вообще к театру абсолютно. Зато было бы логично, чтобы перед театром НУР стоял памятник ее основательнице Сакип Джамал Гизатуллиной Волжской. Она была известна не только тем, что основательница этого театра, но и то, что она первая среди мусульманских народов мира театральная актриса. То есть это тоже очень серьезный момент. То есть до нее никого из представителей мусульманских народов, они именно в театральную сферу, я имею в виду женщин, они никогда не шли. То есть это все-таки табу, связанное с исламскими традициями и так далее. И вот это тоже достаточно показательный момент. И если бы ее памятник все-таки когда-нибудь, надеюсь, будет установлен перед театром НУР, это было бы очень правильно. И тем более еще одним моментом было то, что площадка перед театром НУР достаточно шумное место, и поэтому, если будут какие-то проводиться там культурные мероприятия, скажем, да, там, татарской части населения города Уфы, то это будет достаточно затруднительно. То есть шума много, там нельзя спокойно собраться, провести какой-то вечер, там, сбор и так далее. Поэтому вот была позиция, что все-таки ближе к улице Тукая, там, парку Матросова в тех краях. Но, к сожалению, нас никто не слушал. То есть ни позиция татарской общественной организации абсолютно не учитывалась. И раньше слали письма, и вот последний момент, но власти протолкнули именно этот вариант. Почему, мне непонятно, но я, конечно, понимаю то есть, логику, то есть для того, чтобы перед театром НУР все-таки не возник памятник именно Сакип Джамал Гизатуллиной Волжской. Возможно, причина в этом, но это, в принципе... Почему? Ну, не секрет, что у нас как бы в Башкирии очень негативно относятся ко всякому... с подозрением, я бы сказал, ко всякому проявлению татарской культуры и вообще татарской истории на территории Башкортостана, то есть усматривать здесь какие-то скрытые политические подтексты, вот, и поэтому я думаю, что это тоже в том числе с этим связано. По крайней мере, я знаю, что такие моменты, они постоянно возникали, и не только при первом президенте Муртазе Рахимову, но и при Хамитове то же самое. То есть таких много было случаев. Вы говорите про проблемы татар в Башкортостане. А есть ли у башкир, которые проживают в Татарстане, вот аналогичные проблемы? Ну, аналогичных нет по одной простой причине, что татар в Башкортостане больше, чем башкир в Татарстане в 10 раз. То есть башкир в Татарстане около 13-14 тысяч человек. А татар в реальности, если мы посмотрим, даже по официальной последней переписи 1 000 000 человек, а в реальности где-то около 1 300 000 – 1 400 000 человек. То есть я почему говорю в реальности, потому что далеко не секрет, что последние 2 переписи 2002-2010 годов, они были сфальсифицированы, и многие татары были переписаны в западной части Республики Башкортостан, Башкир. То есть это позиция не только татарских общественных организаций и нашего ученого академического сообщества, это даже поддерживает и с этим соглашаются этнологи и иностранные исследователи, которые в свое время исследовали этническую политику здесь и новейшую историю Башкирии, они тоже отмечали то, что именно переписи последние, они использовались именно для искусственного увеличения доли башкир. Кто, например, из исследователей? Ну, я в первую очередь, если московских выделить, я могу выделить Валерия Тишкова, это бывший директор Института этнографии имени Миклуха Маклая. Но он, конечно, давал более такие скромные цифры, он говорил примерно около 100-150 тысяч татар было переписано во время последней переписи в
2002-2010 годов. Ну, по нашим подсчетам, около 300 тысяч. Плюс были иностранные исследователи, допустим, 90-е, 2000-е это Горенбург, вот Дмитрий Горенбург, это известный вот, именно те, кто занимается гуманитарным исследованием Башкирии, они часто сталкивались с его публикациями, с его монографиями. Дмитрий Горенбург, потом японский исследователь, я, к сожалению, забыл название, его имя, то есть потом был еще один исследователь Уильям Шефер, но он, конечно, больше писал про возникновение границы между Татарстаном и Башкирией, но он тоже как бы мельком упоминал про эти моменты. Но Горенбург, вот он конкретно исследовал результаты переписи 79-го, 89-го, 2002 годов, и вот тоже приходил к аналогичным мнениям о том, что такие массовые фальсификации проводились. В прошлый раз вы у нас в эфире говорили, что вот приближающаяся перепись населения тоже может стать вот такой же, тоже есть вероятность приписывания одних национальностей к другим. Сейчас у вас как по этому поводу мнение? Те события, которые творятся, скажем так, да, происходят, и скрытые процессы, которые происходят, мне говорят о том, что те идеологи вот этого фальсифицированного переписи 2002-2010 годов, они попытаются это сделать, в 2020 году. То есть все к этому приготовлению идет. Здесь я в том числе связываю это и с последними вот заявлениями Курултая Башкир, как ни странно, относительно вот выступления татарского актера Данира Сабирова, пародиста, да, тоже это в меньшей степени связано, но тоже к отношению к этому есть плюс. В настоящее время рядом исследователей здесь, в Башкортостане, готовится проект по написанию учебника по так называемому северо-западному диалекту башкирского языка. Это проводится в том числе под крышей Всемирного Курултая Башкир, и я думаю, что они попытаются, скажем так, легитимизировать этот момент, эту идею на съезде Курултай Башкир, который будет проведен в конце июня 2019 года, то есть через несколько месяцев. Я почему прихожу к такому мнению, потому что, в общем, уже до этого они опробовали, скажем так, опробировали, пытались провести дискуссии внутри башкирского академического сообщества. Там было достаточно много негативных откликов на это, в том числе, допустим, Институт истории языка и литературы УНСРАН, то есть тамошние специалисты, они выступают против этого. Но среди самого населения Западного Башкортостана, где они собираются это внедрять, этот северо-западный диалект, они еще не проводили. Но по моей информации, вот примерно 24 марта, 25 марта, то есть после отъезда Рустама Минниханова, там планируется круглый стол, конференция, где как раз вот это попытки о введении учебника по северо-западному диалекту башкирского языка, они будут, скажем так, вноситься в общественное обсуждение именно среди населения. Но это момент для тех, кто не знаком с перипетиями научных вопросов, непонятен, что же такое северо-западный диалект башкирского языка. Давайте поясним. Северо-западный диалект башкирского языка, это так называемый третий диалект, который выделяет ряд лингвистов, филологов башкирских. Они говорят, что на этом диалекте разговаривает татары и татароязычные башкиры западной части Республики Башкортостан. Другая часть башкирских филологов, татарские филологи, скажем тогда и так далее, они говорят о том, что ничего подобного нет, а население Западного Башкортостана разговаривает на обычном литературном татарском языке, средний диалект и так далее. То есть я тоже придерживаюсь такого мнения, потому что те, кто посмотрит незашоренным взглядом на эту проблему, да, они увидят, что язык по обе стороны реки Ик, то есть по границу Татарстана и Башкирии, там язык местного населения ничем не отличается. Но этот вопрос носит чисто политический характер. Почему? Потому что вопрос о северо-западном диалекте, он возник примерно в конце 80-х, начале 90-х, тогда, когда была мобилизация башкирского национального движения и так далее, то есть когда разносились голоса о том, что нужно держать западную часть Башкирии под контролем, нужно противостоять влиянию Татарстана и так далее, на местных татар и так далее. Вот как раз эта теория в это время, скажем так, начала муссироваться. Но до этого даже известные башкирские историки, филологи, например, филолог это Джалиль Киикбаев, историк Билал Юлдашбаев, который пользуется большим авторитетом до сих пор в башкирском академическом сообществе, они все выступали против этой теории, они говорили, что это высосанная из пальца вещь, что никакого северо-западного диалекта не существует, это обычный татарский язык литературный, и не надо выдумывать
скажем так, делать из мухи слона и так далее. Но сейчас этот вопрос снова поднимают, и тоже под тем же соусом, что нужно противостоять влиянию татарского мира, что нужно противостоять, скажем так, влиянию Татарстана на местных татар и татароязычных башкир. Таким образом как бы пытается ввести этот учебник, преподавать его вместо родного татарского языка и таким образом как бы в будущем оправдать новые массовые фальсификации. Сказать, люди выбирают северо-западный диалект, значит, они башкиры, поэтому здесь должно быть еще больше башкир. Мы сейчас прервемся на новости, после вернемся и продолжим наш эфир. 13:30 в столице. Краткие новости на Эхе. В студии Оксана Пашина. Здравствуйте. Бывшего президента Судана Омара Аль-Башира перевели в одиночную камеру тюрьмы в Хартуме. До этого он находился под стражей в резиденции главы государства. Об этом сообщает BBC. На прошлой неделе в Судане военное командование отстранило Аль-Башира от власти и сформировало Временный военный совет. Ранее сообщалось, что Уганда может рассмотреть возможность предоставления временного убежища бывшему президенту Судана. При этом уточнялось, что Аль-Башир об убежище не просил. Пикеты возле мэрии Москвы проводят сегодня родители детей, отравившихся в столичных детских садах. Они требуют расследования массового заболевания дизентерии, отчета от мэра Собянина и выплаты компенсации. Об этом Эху сообщила юрист фонда Любовь Соболь. Одна из участниц пикета держит плакат «Дети отравлены в саду, виновный так и не найден. Как же так, Собянин?». Служба безопасности Украины сообщила о задержании 7 российских сотрудников спецслужб. Они обвиняются в причастности к диверсиям на территории Украины, в том числе в причастности к убийству генерала военной разведки Максима Шаповала, автомобиль которого взорвался в Киеве летом 2017 года. Все задержанные арестованы, заявил глава СБУ Василий Грицак. По данным одного из членов расследовательской группы «Беллинкет» Христа Грузева, среди задержанных бывший замглавы Ингушетии Тимур Дзортов. У него изъят поддельный киргизский паспорт, сообщает «Медиазона». Служба внешней разведки опровергла данные о возможном назначении главы ведомства Сергея Нарышкина на пост главы Совета Федерации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя службы. Слухи, опубликованные в сегодняшнем номере газеты «Коммерсант», не имеют под собой оснований, подчеркнул собеседник агентства. Ранее представитель главы Совета Федерации Валентина Матвиенко также назвал слухами сообщения о ее возможной скорой отставке. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в своем расследовании сообщает, что семья бывшего мэра Хабаровска Александра Соколова владеет 6 домами в США стоимостью более $6 миллионов. По данным Хабаровского отделения ФБК, 5 домов расположены в Калифорнии, еще один в штате Вашингтон. Недвижимость была куплена в период с 2004 по 2018 год. В их покупке участвовала жена бывшего мэра Леонора Соколова, а также их дети Елена и Алексей. Авторы расследования предполагают, что Александр Соколов имеет вид на жительство в США или пытался его получить. 2 новых миллиардера из России появились в рейтинге самых богатых людей мира. Это братья Игорь и Дмитрий Бухманы из Вологды, основатели компании, занимающейся разработкой игр для мобильных телефонов, сообщает Bloomberg. По данным агентства, состояние каждого из братьев оценивается без малого в $1,5 миллиарда. Ранее они в подобных рейтингах не фигурировали. В Москве этой ночью около нуля, завтра днем до 10 градусов тепла и небольшой дождь. Оксана Пашина, служба информации, Эхо Москвы. В четверг, 18 апреля, в гостях у «Эхо Москвы» управляющий банком «Открытие» в Башкортостане Айдар Зубаиров. Поговорим об открытии нового офиса банка в Нефтекамске и повышении финансовой грамотности малого бизнеса. Слушайте эфир в четверг в 8:45. Все, чем живет башкирская благосфера, расскажет Евгения Куцуева в программе «Блок-аут». Каждый четверг в 14:35 на «Эхе Москвы» в Уфе.
По понедельникам в студии «Эхо Москвы» в Уфе подводить итоги прошедшей недели будет Азамат Саитов и его гости. Каждый понедельник вместо программы «Персонально ваш» слушайте программу «Послесловие» с Азаматом Саитовым после 15 часов. Открой для себя журнал «Дилетант». Узнай о правителях и полководцах, о великих художниках и музыкантах, о писателях и поэтах. Ознакомься с историей в комиксах и карикатурах. Стань интересным собеседником. Прочитай о новинках кино и литературы. Выясни, куда сходить и во что поиграть. Покупай журнал «Дилетант» в гипермаркетах и киосках печати нашего города. Для лиц старше 12 лет. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. Персонально ваш. Продолжаем программу «Персонально ваш». Меня зовут Елена Черкова. В гостях у нас сегодня Эльнар Гарифуллин, журналист, обозреватель портала «Идель Реалии» и член Всемирного форума татарской молодежи. Я номер для ваших смс-ок напомню. +7 927 304 1051. Писать можно еще и в Телеграм. Пожалуйста, не забывайте подписываться. Свои вопросы начинайте присылать. Мы их обязательно будем задавать. Давайте, наверное, продолжим тему отношений между Татарстаном и Башкортостаном. Как раз вы уже вскользь затронули вот это вот жалобу, обиду Конгресса башкирского народа на номер татарского Всемирного Курултая-Башкир. Всемирного Курултая-Башкир, да, простите. На номер татарского пародиста. Почему вообще это произошло? Что там такого обидного было? Как по моей информации, там это заявление занес Всемирный Курултай-Башкир один человек. То есть я не буду озвучивать, потому что это как бы не до конца подтвержденное, поэтому я фамилии называть не буду. Ну, то есть это не инициатива исходила, естественно, от председателя, но учитывая, что Данир Гайнуллин, новый председатель Курултай-Башкир, подписался, поставил свою, скажем так, подпись, печать, то получается, что Курултай-Башкир все-таки несет ответственность за это. Но причина здесь одна, простая, то есть это испортить, скажем так, праздничное настроение перед проведением Дней культуры Республики Татарстан. То есть это специально было сделано это сейчас? Специально, потому что я даже не буду ссылаться на какие-то инсайды, а просто вот маленький логический момент. Сам номер возник в 2015 году. Те видеоролики, которые есть, то есть которые могли увидеть в сети, даже я сам посмотрел, на Ютубе они зафиксированы за 2016 год. Там какой-то один из поклонников артиста выставил в сети, то есть это вот есть именно вот этот конкретный номер. То есть как минимум в сети это видео лежит уже 4 года. Но за это время никто не обратил внимания на него, никто не оскорбился, а когда осталось меньше недели до проведения Дней культуры Республики Татарстан-Башкирия, то вдруг вспомнили об этом номере. Тем более это выносит не какие-то там полумаргинальные организации такое заявление, а именно Всемирный Курултай-Башкир. То есть это провластные организации, которые им всегда находятся в тесном контакте с властями республики и так далее. То есть это далеко не секрет, то есть это никто не скрывает. И тем более я уж не буду говорить о том, что ничего обидного, на самом деле оскорбительного нет. Это обычный номер. Там тоже также пародист пародирует там танцы не только башкирского народа, но и татарского народа, марийского и даже бразильские народные танцы, то есть все на всеми он как бы делает, ну, скажем так, свои пародии, шутки, да, и так далее, да, такие нормальные, там тем более никаких пошлых тоже шуток нет на самом деле абсолютно, то есть которые там можно было бы юмор ниже пояса обидеться, нет. Причины нет, это чисто высосанные из пальца вещи. Как в Татарстане отреагировали на вот очень эту жалобу? Очень негативно отреагировали, то есть все мы про это обсуждали, тем более ситуация изменилась за последние несколько лет. Я напомню, что аналогичный, похожий на это случай был в 2014 году с Альметьевским театром. Тогда Министерство культуры Республики Татарстан побежало извиняться и сделало это опрометчивый шаг на самом деле, потому что в итоге большой негатив, то есть от этого сильно пострадали местные уфимские татары, потому что именно когда возникают какие-то трения между Татарстаном и Башкирией, в конечном итоге пострадавшая сторона не Казань, которая вообще по боку эти вещи, скажем так, да, а именно татары Башкортостана, потому что отношение к ним всегда меняется в худшую сторону. Их как бы представляют как неких представителей Татарстана. То есть у них вроде нету там паспортов граждан Республики Татарстан, да, они не сидят там на зарплате, но все-таки в Республике Татарстан к ним всегда такое отношение. Вот, такое коллективная ответственность, скажем так.
И поэтому очень достаточно негативно восприняли. Мы уж по своим каналам пытались, скажем так, говорить о том, что не надо никаких серьезных извинений за это приносить и так далее. Но, к сожалению, сам актер уже успел буквально на следующий день принести свои извинения, что, по моему мнению, очень опрометчивый шаг, неправильный, потому что каждый раз извиняться даже за свою профессиональную деятельность, это не профессионально, в конце концов. То есть он пародист, он должен шутить, он должен делать пародии, это его работа. Если мы каждый раз за свою собственную работу, род деятельности будем приносить извинения, тогда лучше вообще отказаться от этого и пойти подметать улицы, в конце концов. Если каждый раз будешь извиняться за свою пародию. Это странно, по крайней мере. В своей жалобе Крутой просил и требовал, точнее, даже отменить концерты пародиста, но на следующий день стало известно, что уфимский концерт отменен, а официальная причина, что он заболел. Да. Вот, на ваш взгляд, это соответствует действительности? Или... Это связано, да, это соответствует действительности, только там его перенесли, не отменили полностью, его перенесли на конец апреля, насколько я знаю. То есть концерт будет? Да, там билеты сдали, то, что те, кто должны были купить его, сдали, в общем. Но все-таки концерт предполагается в конце апреля. Я уж, конечно, не знаю, как это повлияет на приход людей, потому что мне кажется, дело не в том, что там кто-то оскорбился. На самом деле и многие башкиры об этом понятия не имели, об этом не то, что об этом артисте, об этом номере. Об этом видео, да. Абсолютно, да, это высосанная из пальца вещь. Но я думаю, что многие татары могут просто дополнительно не прийти, потому что они увидят, что артист так непрофессионально поступает со своей стороны, и поэтому могут просто проигнорировать и в конце апреля уже не купить на его концерты. Я считаю, что, в принципе, это было бы правильно. Все-таки, мне кажется, в таких случаях мы, зрители, имеем право показывать свое отношение к тем или иным поступкам артистов. То есть мы голосуем рублем, мы не покупаем билеты, значит, он не получает свой дополнительный доход и так далее. Поэтому я бы после такого на его концерт не пошел, конечно же. Это очень интересная позиция, да? Да, я бы не пошел, но не из-за того, что оскорбился, а именно за его позицию. Но, в принципе, да, те, кто идут на концерт, если наши радиослушатели слушают, я посоветовал бы им донести актеру нашу позицию, что не надо по каждому поводу, тем более в Башкирии, реагировать на такие вещи. Надо быть, скажем так, попроще в таких случаях. Улыбнуться, пошутить и так далее. Так и должны поступать настоящие юмористы. Часто возникает вот этот эффект Стрейзанд, когда вроде как могло все пройти незаметно, но шумиха поднимает на новый уровень. Я думаю, сейчас возможно, все может быть, но... Просмотров на Ютубе у этого ролика... Ютубов точно. А как уж там с концертом будет, я вот не знаю. +7 927 304 1051, номер для ваших смс-сообщений. Нам наш слушатель пишет, что он слушает эфир и много неправды, но, к сожалению, вот он не подписался, и в чем именно ему кажется много неправды, не написал. Если вы нас слушаете, пожалуйста, давайте какую-то конкретику. Про Радия Хабирова еще хочется поговорить. Знаете, с какой стороны? Вот мечеть Ар-Рахим у нас есть, да? За последние полгода Радий Хабиров в публичном пространстве, в паблике не сказал про эту мечеть ни слова. С чем вы это связываете? Как вам кажется? Почему происходит так? Во-первых, это очень проблемный долгострой. Это понятно. Да, и я здесь могу выделить несколько причин. И предположительно, скажем так. Я думаю, что здесь есть личностный фактор, потому что Радий Хабиров, он никогда из себя, скажем так, правоверного такого ярого мусульмана никогда не строил. У него такого бэкграунда нету, поэтому я думаю, что он, возможно, даже равнодушен просто к этим вопросам. Это первый момент. Второй момент, все-таки недалеко не секрет, что мечеть Ар-Рахим и его строительство, оно напрямую связано с именем первого президента Республики Башкортостан, Муртазой Рахимовым. А насколько я знаю, между первым президентом Муртазой Рахимовым и Радием Хабировым на сегодняшний день достаточно такие, если такие не враждебные, но сдержанные отношения довольно-таки. Но они же публично признают друг друга, уже простили друг друга, все хорошо. Ну, потому что, когда пришел Радий Хабиров сюда, в республику, ему из Москвы была поставлена самая главная задача: никаких межэлитных войн, то есть борьба там условными рахимовскими или хамитовскими больше не должно быть. Я думаю, что он хотел бы этого, но как бы он этого не хотел, но полностью избежать конфликта не удастся, потому что там очень много противоречивых моментов, в которые и уложиться, найти золотую середину будет очень сложно. Я просто не представляю, как бы это он смог сделать, честно говоря. И отношения достаточно сдержанные, и поэтому, я думаю, Хабиров и не напрягается по этому поводу. Это не его личный проект, то есть даже если эта мечеть никогда в жизни не будет построена, никто камень в сторону Хабирова вряд ли кинет, потому что это не его проект, не при нем было начато, не при нем было продолжено и так далее. Поэтому
мне кажется, у него других проблем достаточно, и он не хочет на себя взваливать еще один груз. А если он публично заявит о том, что я дострою эту мечеть, то в конце концов с него спросят, а где мечеть? А мечети нету. Слушатель наш все-таки прислал, в чем именно он вас пытается уличить в неправде. Пишет, что башкир в Татарии больше. В 1925-30 годах жители Мензелинского и Бугульминского уездов переписали в татары. Вас, видите, зеркальная ситуация. Это понятно, это старая история, да, о том, что по переписям дореволюционным, да, там фиксировались на территории Восточного Татарстана, это бывшая Мензелинская и Уфимская губерния, огромное количество башкир. Но я напомню, что это по сословному принадлежности фиксировалось в те времена население, то есть не по национальному, как в настоящее время. Это первый момент. И второй момент, башкиры там исчезли сразу же после первой же переписи, прошедшей после гражданской войны. То есть тогда, когда все сословные, прежние сословные, скажем так, привилегии были отменены. И на сегодняшний день вот нету ни одного села в Татарстане, где население, даже если бы оно, скажем так, забыло свой родной башкирский язык, но помнило о своем башкирском самосознании, такого села нет. Абсолютно нету. То есть эти все конструкты о том, что там были переписаны башкиры татарами, это все основывается на ревизских сказках, на переписях 19 века. То есть никаких других конкретных, ни логических объяснений, ни тем более конкретно доказательств, что было именно фальсификация переписи. Такого нет до сегодняшнего дня, и его и не будет никогда на самом деле. Потому что это факт. Даже в тех местах, где происходила ассимиляция местного населения, да, окружающими народами, все равно какие-то следы в самосознании, в памяти людей всегда оставались. В Татарстане в памяти людей абсолютно нету такого. Я даже один маленький анекдотичный случай могу привести, только это не связано ни с Татарстаном, а с Башкирией. С Илишевским районом, где тоже вот наши башкирские коллеги, некоторые считают, что там были переписаны, то есть отатарены многие башкиры якобы. Вот в советское время там проходила этнографическая экспедиция, несколько человек вот, из Уфы поехало в деревню, поселились у местного имама, у муллы, и, в общем, начали у него спрашивать, кто у вас здесь в селе живет, и он начал говорить, вот мы, башкиры, там особый народ, асаба халык и так далее. И вдруг один из аспирантов, башкир по происхождению, который участвовал в этой этнографической экспедиции, говорит, слушай, Абзей, вот ты, оказывается, тоже башкир, я башкир, только я настоящий башкир и так далее. На что этот имам вдруг оторопел и ему прямо в лицо сказал, какие башкир, у нас уже башкир здесь не осталось, или все уже сейчас колхозниками стали. То есть он тоже, даже эти люди, которые там жили, они четко делили понятие национальность и сословие. То есть они даже вот этот имам, он четко понимал, что башкиры это, он не воспринимал как именно национальность, а именно как некое такое юридическое понятие, что мы когда-то были в таком привилегированном положении, а сейчас мы уже обычные колхозники, как он сказал. Ильнар, очень хочется еще поговорить по поводу Айрата Дильмухаметова с вами. У нас как раз есть еще время на это. Он все еще находится под арестом, все еще его не отпустили. До 6, если я не ошибаюсь, мая он будет находиться под арестом. Потом, не знаю, как там будет. Вот эту историю как вы видите? Что вы видите в связи с арестом? Я думаю, я, конечно, меньше всего это связываю напрямую с выборами, хотя обычно говорят с выборами. Но я думаю, что с выборами, если это и связано, то не из-за того, что его могли там зарегистрировать, потому что это всем понятно, что он бы до выборной гонки не дошел по многим причинам. По многим причинам он бы не дошел, просто его не допустили бы. Но, во-первых, у него уже несколько судимостей по политическим статьям, и таких людей всегда легко за что-нибудь зацепить и просто удерживать. И плюс, естественно, возможно, это была тоже профилактика на тот случай, если он, скажем так, окажет свое некоторое влияние на умонастроение башкирского электората во время предстоящих выборов. То есть это не обязательно связано с его выдвижением кандидатуры. Допустим, он мог кого-то поддержать или пойти по пути там, Алексея Навального и сказать, там, голосуйте против кого угодно, но только за незадействующего президента. Или там просто воспользоваться вот этой мобилизацией населения в период выборов и, скажем так, толкать свои политические какие-то лозунги, какие-то свои политические идеи. Я думаю, поэтому в первую очередь с этим связан его арест. Это, конечно, плохо, потому что я считаю, что за какими бы ни были политические взгляды, даже если они нам нравятся, не нравятся, согласны, не согласны, человека нельзя сажать. Если ты не согласен, то лучше дискутировать, и если корни не согласен, то лучше, скажем так,
уничтожать человека информационным образом, то есть уничтожать его идеи, если ты считаешь, что они неправильные, или даже преступные, даже если по твоему мнению. То есть в любом случае за идеи людей сажать нельзя. Я считаю, что сажать людей можно только за прямые насильственные действия, а за идеи, за лозунги ни в коем случае. Но это очень плохо, но с другой стороны, я один момент симптоматичный могу отметить, что когда его все-таки посадили, то среди башкирской общественности не было никакой реакции. Ну, помимо, конечно, соцсетей. Пока не посадили, это арест. Давайте. Да, арест. Это важные вещи, да. Извините, я оговорился, да, то есть его пока арестовали, но среди башкир практически не было никакой реакции. Ну, я не считаю за реакцию, это там какие-то комментарии в соцсетях, то есть ни одна организация или башкирские общественники там публично не заявили о том, что они считают, что это неправильно, что его надо освободить и так далее и тому подобное. Но за него вписались Партия Яблоко, например. Партия Яблоко вписалась, да. И плюс за него вписалась действующая за рубежом платформа Идель Урал. То есть это политические мигранты из Татарстана, из Мордовии, которые действуют на территории Западной Европы. Да. То есть они тоже его поддержали, они там отправили заявление, плюс одиночные пикеты, насколько я знаю, перед посольством России проводят. То есть это тоже интересный момент. Тем более тоже в партии Яблоко, там тоже, насколько я знаю, в башкирском отделении там в основном татары и русские. То есть там тоже башкир нету. То есть это тоже интересный момент. Башкирский лидер, скажем так, идеолог башкирского национального движения, но башкирской общественной организации никто за него не вписывается. А представители других народов, отмечая, что они, возможно, не согласны с некоторыми идеями, но все-таки выступают за его освобождение. Но я считаю, что это, возможно, это какой-то знак судьбы, что ли, я не знаю, потому что, насколько я знаю, его деятельность вообще предыдущая, тоже политическая, там, как правило, всегда его ближайшими соратниками, они тоже были, как правило, не башкиры. Насколько я знаю, вот на моей памяти, в конце нулевых, вот в 2009-2010 году, когда вот у него очередное дело, первое, по которому он угодил в тюрьму, только начинало разворачиваться, тоже его, по-моему, то ли под домашний арест, то ли в СИЗО отправили, там тоже проводились пикеты здесь, в Уфе, правозащитники проводили, и на этих пикетах никто не хотел держать плакат из башкирских активистов, там с лозунгом, там, освободите там Айрата Дильмухаметова, да, и так далее. Они приходили на эти пикеты, я помню, я сам еще в это время был студентом, стояли в сторонке, смотрели, но подходил его отец, Ахнаф Мударисович, уговаривал их, пожалуйста, постойте, там, пускай пресса зафиксирует и так далее. Но никто из них не вставал абсолютно. То есть в те времена, конечно, во многом это было связано с тем, что они, наверное, не хотели портить отношения с местной администрацией Муртазы Рахимова. Ну, плюс самая главная причина здесь вижу только то, что Айрат Дильмухаметов, он всегда не вписывался вот этот, скажем так, общее башкирское национальное движение. То есть он всегда стоял в стороне, у него было особое мнение. Он всегда относился критично там, и к Всемирному Курултаю Башкир, и к некоторым другим общественникам и так далее. То есть, как говорят в таких случаях, нет пророка в своем отечестве. Но среди его соратников всегда оказывались люди иных национальностей. Вот даже я вспомнил этот случай. Это был пикет, проводился, насколько я помню, правозащитниками в начале 2010 года перед зданием прокуратуры, сзади кинотеатра «Родина». И все закончилось тем, что, зная его хорошо отца, с которым я очень хорошо общался, и его соратника, тоже, кстати, не башкира, по национальности татарин, они просто подошли ко мне и уговорили меня взять в руки этот плакат, зафиксировали, отправили в прессу и так далее. То есть таким образом я тоже в то время внес свою маленькую лепту в его, скажем так, раскрутку как политического лидера на тот момент. Мне тоже это было показательно. И сейчас такая же история происходит, к сожалению. То есть это, мне кажется, это трагедия, все-таки трагедия как политика, как политического деятеля, что он страдает, да, он идет в тюрьмы, он провозглашает ценностью именно права башкирского народа на самоопределение, но сами башкирские организации, националисты, скажем так, в хорошем смысле слова башкирские националисты, никто за него не впрягается. Это тоже, мне кажется, это трагедия на самом деле, это очень трагический момент, и я поэтому могу только посочувствовать и Айрату Дильмухаметову, потому что, мне кажется, это, наверное, психологически на человека очень негативно должно влиять в такой момент. Понятно, что мы не можем гадать, тут процессуальное дело, оно такое, да, там все-таки будут решать силовики, но как вам кажется, его, когда в мае закончится срок первого ареста, отпустят или все-таки поддержат еще на какое-то время? Я думаю, что здесь большое значение будет иметь вообще, какая общая обстановка в стране. Вы видите, что сейчас почему-то выпускают некоторых людей там из-под домашнего ареста в Москве, да, там, или из тюрьмы, допустим, как Караулова, или там из-под домашнего ареста Серебрякова. Если какие-то такие телодвижения будут, я думаю, вполне его могут продержать некоторое время и отпустить. Если уж все-таки, как обычно у нас бывает, то, что человека взяли
арестовали, то есть посадили в СИЗО или домашний арест, то какой-то обязательный приговор должен быть, то вполне возможно, что, к сожалению, его опять могут посадить. Потому что у него, на самом деле, это взять его не за что, но учитывая, что у него до этого как бы судимости были, то как бы да, и это всегда отягчает. Поэтому это, к сожалению, этим все может закончиться. Но я надеюсь, что такого не будет, потому что ни государство российское на самом деле, ни тем более гражданское общество от этого не выиграет. Гражданское общество, оно понятно, что не выиграет, а государству российскому мне тоже... Я считаю, что это невыгодно, потому что делать орел мученика из политических активистов — это самый худший вариант. Лучше выпустить человека на свободу, пускай он там занимается своей деятельностью, да, и так далее, то действовать, скажем так, более политтехнологическими методами, а не сажать человека в тюрьму. Угу. +7 927 304 1051 номер для ваших смс-ок. Пожалуйста, все-таки подписывайтесь. Нам продолжают тут слать про переписи в Татарстане и про переписывание башкиров татар. Я понимаю, потому что реакция наверняка среди тех людей, которые сейчас готовятся к переписи 2020 года в Башкирии, она понятна мне, и поэтому я думаю, что это они пишут. Я этого абсолютно не исключаю. Но, насколько я знаю, тоже возвращаясь к северо-западному диалекту, я не сказал один момент. Председатель Курултая Башкир Данир Гайнуллин, по моей информации, вот, скажем так, среди своего окружения Всемирный Курултай Башкир, он говорил, что он якобы получил некий карт-бланш на внедрение в порядке эксперимента, то есть, возможно, это не повсеместно будет, а в нескольких школах всего, вот этого изучения северо-западного диалекта башкирского языка. То есть они там тоже понимают, что это невозможно форсированными методами вести, но видимо, хотят прозондировать почву. Удастся, не удастся и так далее. Но, учитывая, что эта информация в последнее время поступает ко мне в огромных количествах, я понимаю, что подготовка идет самым серьезным образом. У нас буквально 1,5 минутки до конца эфира. Ильнар, объясните, пожалуйста, почему Рустам Минниханов на празднование столетия Башкирии решил выступить на татарском языке? Потому что, во-первых, он татарин, и он должен был выступить. Во-вторых, татарский и башкирский языки очень похожи. И если кто выступит на башкирском, татары поймут. Так его же мало кто понял, из коллег даже. Поняли, но коллеги, Бричалов-то, по-моему, да, Бричалов, он-то мог и не понять, он же, по-моему, вообще даже не то, что не татарин и не башкир, он даже не из Удмуртии, он, по-моему, из Калининграда, из тех краев, то есть стопроцентный варяг. Но он же обращался не к нему. Здесь справляли столетие не Бричалова, не главу Удмуртии, не Удмуртии, а столетие Башкортостана. Были люди, которые не понимают ни татарский, ни башкирский, тем не менее живут в Башкирии. Скажем так, они должны понимать, хотя бы из уважения и к татарам, и к башкирам в том числе. Тем более, это же столетие возникновения национальной республики, а самым главным символом национальной республики это всегда обычно является язык того народа, который он представляет. И тем более сейчас это очень важный момент, то что в такие трудные моменты для народов России хотя бы такими показательными жестами я считаю, что представители национальных республик, они должны поддерживать национальные языки. То есть президент Татарстана должен поддерживать татарский язык. Будучи в Башкирии. Да, в том числе. Тем более здесь татар очень много проживает. А если Ради Хабиров приедет в Татарстан и будет там на башкирском никто не говорить? обидится, абсолютно. Вот в Татарстане очень толерантно относятся к башкирам и так далее, и к Башкортостану в том числе. И абсолютно никто не обидится. Вообще никаких проблем. Но вам понятна реакция людей, которых оскорбила вот это? Ну, то есть не то, чтобы даже оскорбила, абсолютно непонятно. Мне абсолютно непонятно. Я и не понимаю. Я думаю, что это просто обычная ревность. Я вот видел тоже в соцсетях, некоторые даже из башкир по этому поводу возмущаются. Я думаю, это обычная ревность, потому что они же ожидали, что Ради Хабиров придет, вот наш башкир, он обязательно нас поддержит башкирский язык, культуру. И вот такие показательные вещи, они очень сильно задевают. И это, я думаю, что это обычная зависть. Надеюсь, что это белая зависть только, а не черная. Просто было ощущение, что Минниханов потроллил всех. Ну, это правильно. Слегонца. Он правильно сделал. Тем более, если даже это троллинг, то это правильный троллинг. Ну что же, будем заканчивать нашу программу. Ильнар, спасибо вам большое. Я напомню, что персонально ваш сегодня был Ильнар Гарифуллин, журналист, обозреватель Дель Реали и член Всемирного форума татарской молодежи. Пока. До свидания. Никакого секрета.